Народы, которые подверглись репрессии, требовали от власти признать, что они не преступники, и, наконец, снять с них это клеймо. 28 лет назад Верховным Советом РСФСР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Каникулы на подходе. 14 тысяч детей отдохнут этим летом в загородных и дневных лагерях Ингушетии. Молодыми были. Страна сказала вперед, мы поехали. Цепная реакция техногенной катастрофы. 33 года назад о Чернобыле узнали все. Вспоминаем, как это было. Бесславные герои. Расскажем об Ахмеде Барханоеве, но он погиб на фронте в 1942-м. Ну а главным достижением министерства в 2018 году стало успешное проведение единого госэкзамена. Все для будущего поколения. В Миноборнауки подвели итоги деятельности за 2018. Добрый вечер, это новости 24. Этот день вошел в историю страны, а именно народов, подвергшихся репрессиям. 28 лет назад Верховным Советом РСФСР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Законодательный акт стал торжеством справедливости и первым шагом к достижению важнейшей цели – восстановлению ингушской государственности. Ирина Цичоева расскажет. Самый гуманный законодательный акт современной России принимался в непростое время, когда людей переполняли эмоции. Народы, которые подверглись репрессии, требовали от власти признать, что они не преступники, и, наконец, снять с них это клеймо. Для репрессированных народов, людей, которые пережили депортацию, было делом чести восстановить справедливость и во что бы ни стало доказать, что мы не преступники, и принимать такие решения в отношении целых народов – подлость и беззаконие. Ингуши никогда не падали духом и шли к своей цели. Они были убеждены, все будет по-другому, дождались. Со дня принятия Верховным Советом РСФСР закона о реабилитации репрессированных народов прошло 28 лет. В 1991 году его подписал первый президент России Борис Ельцин. Не может быть неправого народа. Могут быть неправы руководители и их действия, но только не народ. Какой бы он малый ни был, малый, средний, большой, неважно, народ всегда прав. И то, что принял сейчас решение позавчера Верховный Совет Российской Федерации реабилитировать все репрессивные народы Российской Федерации, я вам об этом официально заявляю. Это значит реабилитирован репрессированный ингушский народ. Важное историческое значение закона состоит в том, что он осудил репрессивную политику, практиковавшуюся на государственном уровне по отношению к целым народам. Его принятие стало важным политическим шагом, положившим начало восстановлению исторической справедливости в отношении всех депортированных народов. Но нашлись и те, кто поддерживал решение Сталина. Даже из уст государственных деятелей Компартии Советского Союза не раз звучало, что нас не реабилитировали, а помиловали. Более того, некоторые политологи оправдывали депортацию целых народов. Принятый 28 лет назад закон Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов 26 апреля 1991 года, конечно, имеет для нас крайне важное значение. И не случайно его называют главным законом в истории ингушского народа. Хотя есть люди, которые считают самым гуманным законом 20 века. Я тоже с этим соглашусь. Но он не был сам по себе просто подготовлен в этот день. Его захотелось там нескольким лицам и подготовили. Он имеет свою предысторию, потому что любой закон вырабатывается только в том случае, если какие-то условия позволяют его принимать и реализовывать. С этой точки зрения, конечно, попытка и действия нашего народа, общественного движения, всего народа в целом, скажем, действия в защиту своих прав, восстановление своих попранных прав 1944 года продолжались буквально сразу, начались, то есть буквально сразу после смерти Сталина в 1954 году. Тогда впервые ингушские
писатели, интеллигенция ингушская, и не только интеллигенция, обратилась с письмом в Москву, писала многократно, и в том числе и Джабали Картоев, Идрис Позоркин, Хаджбек Муталиев, Джамудин Яндиев. В принципе, они вся интеллигенция, которая в основном тогда была сосредоточена в городе Фрунзе, ныне Бишкек, Киргизстана, потом они написали письмо в Москву. Сам исторический документ принимался усилиями видных ингушских деятелей, среди которых Бимбулат Богатырев, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Бесултан Сайнароев, Хамзат Фаргиев. Большой вклад здесь внесли и выдающиеся личности страны. Это патриарх Московский, всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, космонавты, писатели и общественные деятели. А решающую роль в создании республики сыграл человек из народа, настоящий патриот Муса Дарсигов. Почему, когда советская власть устанавливалась, ведь все большевики, большинство они, где мелкие нации искали, чтобы их не уничтожили белые армии. Вы посмотрите, за то, что ингушский народ и чеченский не дал большевиков растерзать белой армии Деникину. И вы посмотрите, 1000 человек они уничтожили, все равно наши чечен-ингуш ни одного большевика не выдали. Для чего нужно было выселять в 1944 году? Для чего это нужно было? Позже Муса Дарсигов встретился с Михаилом Горбачевым. У них состоялся очень важный разговор, на котором депутат попытался убедить Горбачева в том, что этот документ необходим репрессированным народам. Есть огонь раз, главное кечь долго раз. Так это сказать. Я суарвак раз чур. Суарвак я уйду я раз, не хочу я с вами больше беседовать, грубо я радуюсь. Ах, я говори, вот это я раз мужской разговор. Ну, Сергеевич, я раз, да. Я не пришел я раз, Аллаху хабир, я пришел за весь народ. Нас обзывают, я раз, бандиты, нам генералу нету, полковники бахти, я раз, генералы бахти, я раз, это класс я хочу. Даже я раз, Советский Союз, масса будет доверили. Цад доверия после, я раз, как бы я раз был. Я принимал участие, когда мы пошли к Лихачеву, академику, который также написал свое обращение Верховному Совету, что надо принять этот закон. И вот от космонавтов, от религиозных деятелей, и мы все-таки сумели убедить, что этот закон надо принимать. И он был принят. Он был принят без единого возражения. Закон о реабилитации репрессированных народов положил начало созданию ингушской государственности. Безусловно, этот документ изменил многое. Не стереть обычаи, традиции, заветы предков. Ингушетия стала полноправным субъектом Российской Федерации. Страницы прошлого всегда будут в памяти. Важно не забывая то, что было пережито, смотреть в светлое будущее, воспитывать новое поколение и развиваться во всех направлениях. Рина Сычоева, Новости 24. В Миннации, Ингушетии, состоялся круглый стол, посвященный 28-летию принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Представители органов исполнительной власти сегодня вспоминали, каким долгим и тернистым был путь к справедливости. Это не просто документ, а самое настоящее спасение от исторической несправедливости для 13 народов. Участники круглого стола отметили, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы самый гуманный закон в отношении ингушей заработал в полной мере. На пути к миру и созиданию сделано многое, но предстоит еще больше. Большое, огромное государство признало свою ошибку. И принятие этого закона высший законодательный орган страны опирался на международное право, на международные акты. И мы в планах своей работы в дальнейшем будем корректировать. Именно, чтобы работники, потому что мы как дипломатический корпус, мы бываем в многих регионах, мы лицо республики, мы проповедуем политику руководства страны и региона. И мы всем будем рассказывать, как мы и что
чтобы вот эти вот издержки того, что определенно там, сталинский период нас объявляли врагами народа, и в дальнейшем будем руководствоваться. К другим темам. В текущем году в Ингушетии планируется ввести в эксплуатацию почти 30 километров автодорог. Из них порядка 11 будут реконструированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом доложил начальник Ингушавтодора Батыр Хаматханов в ходе встречи с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Кроме того, по его словам, подразумевается строительство тротуаров, а также 36 пешеходных переходов, среди которых 9 с искусственным освещением на солнечных батареях. По безопасным, качественным дорогам у нас 5 объектов. Все соглашения подписаны у нас по этим объектам. Вся документация готова. Аукционы, все документы подали на аукцион. Договора будут подписаны начиная с 6 мая и по 11 мая. Везде в основном вот эти деньги используют. Это 3-6 километр. Это мы начинаем от переезда на Зановского. Берем первый круг, уходим влево на второй круг. Там круг убирается, потому что он не соответствует стандартам. Там ставится светофор. Эту дорогу мы переводим в первую категорию. 4-полосная дорога. Уходим опять на Молгобек, Нижний круг перец. В смысле, эта дорога. Да, через рынок. Кантаршинский перекресток, да? Да, это направление. Там у нас 2,6 километра. Да. Вся дорога в первую категорию переходит. Второй объект – это Назрань-Грозный, 4,5 километра. Прямо оттуда же, от автостанции, от круга, первого круга, уходим на Назрань-Грозный. Третий объект у нас подъезд к городу Магаз. Это от круга Магазского и в сторону Муталиева. Там тоже до 12 метров уширение дороги, тротуары, все, что необходимо. Да. Это третий объект. Четвертый объект у нас – Икажево-Алиюрт. Этот объект у нас 2 километра, но он переходящий. Мы его заложили на этот год. С подрядчиком договоримся, чтобы он выполнил эти работы. В этом году мы должны сделать 1 километр, и в следующем 1 километр. Итого он дойдет до нашего перекрестка, куда мы сворачиваем на Магаз, и каждого, и перекресток Магаз. Вот эти 2 километра. Теперь 5-й объект у нас капитальный ремонт. Это у нас по местам концентрации ДТП. Это 28-29 километр от перекресток Ачулуки, где завод Ачулуки, от перекрестка и ровно 1 километр. Вот. Этот промежуток, это не мы выбрали, это ГАИ уже заранее подают отчеты, где у нас часто бывают аварии, поэтому это место нам пришлось взять уже с этих отчетов. Да. Там тоже будет проводиться огромная работа, там колесоотбойный брус, освещение, тротуар. Полностью перекрываем эту дорогу еще одним слоем, этот километр. Вот это 5-й объект у нас. Хорошо. Вот такая работа будет проводиться в 2019 году. Везде, где вы работаете, орган муниципальных властей, депутатский корпус, в том числе депутаты парламента, часто касаются по своим избирательным участкам. И обязательно общественность возникает. Поэтому я просил бы все-таки и требую, чтобы и в начале работы, и в середине, и в завершении работы, чтобы общественность участвовала в процессе. Практику заложите на следующий год, чтобы все-таки до того, как уже в этом году дорожный фонд на следующий год и наш проект на следующий год пропустить через общественные слушания. Работает вопрос и посмотрим. Хорошо? Летом в загородных и дневных лагерях Ингушетии отдохнут порядка 14 тысяч детей. Об этом на встрече с главой Ингушетии доложил руководитель регионального Миноборнауки Юсуп Костоев. Детская и летняя оздоровительная кампания в Ингушетии будут задействованы 4 стационарных лагеря отдыха – Эрзи, Комарова, Нефтяник и курорты Ингушетии, в которых смогут отдохнуть около 4 тысяч детей и подростков. Около 10 тысяч детей будут направлены в пришкольные лагеря дневного пребывания. Более 700 детей смогут отдохнуть в санаторно-курортных учреждениях в соседних регионах. Юнусбек Евкуров отметил, что в период каникул также необходимо обеспечить занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Несоблюдение правил безопасности, нарушения в ходе экспериментальных работ стали причиной того, что вот уже 33 года встречаем годовщину событий на Чернобыльской АЭС. Несоответствие мощности реактора, неуверенность в действиях в решающие секунды до момента взрыва привели к многочисленным жертвам и необратимым последствиям. О том, как это было, и о тех, кто это пережил. Репортаж Тамары Хашагульговой. В 1986 году 18-летний Мустафа Добреев оказался в зоне Чернобыльской аварии через 2 месяца после взрыва на 4-м энергоблоке. Его командировка в зону отчуждения продлилась 3 месяца. Тогда для ликвидации последствий катастрофы были привлечены военные и гражданские специалисты со всех уголков Советского Союза. Примерно 240 тысяч человек, а общее число ликвидаторов, включая последующие годы, составило около 600 тысяч. Были на обеспечении, увоз, привоз, то есть подвозили те непосредственно химиков, которые работали на реакторах, мы их привозили в Чернобыль, и оттуда уже там, на специальной технике их возили в сам реактор. То есть были там с Москвы академики, вот к нам вот в часть они приезжали. Чернобыльская катастрофа стала одной из самых масштабных в мире. Украина, Беларусь, Россия. Радиоактивное облако, образовавшееся от горящего реактора, выпало на территорию Восточной Европы. Месяц я там был, в 87 году. Службу несли, нареканий не было. Молодыми были. Страна сказала вперед, мы поехали. Ужасная вот эта обстановка. Пустые деревня, бегающие вот эти крысы огромные, брошенные собаки, брошенные дома. Ликвидаторов из нашей республики было порядка 200 человек. Еще около 500 находились в 30 километрах от взрыва в зоне отчуждения. Не все из них дожили до сегодняшних дней. В 2016 году в Ингушетии установили монумент в память тем, кто испытал и преодолел последствия Чернобыльской и других радиационных катастроф. экскурсии хабяки дохди у нас Пятигорский, Ставрополь, санаторийский хауж, автобус сен дохди. Суббота воскресенье амен жоходы, уздалары, узааш. Хоз бог буер хоз. Рясал тоны я памятник ден дига уахад ден. У памятник ден уахад дуакылды она озар шера отзываша дет лотхоз. Люди, оказавшиеся в эпицентре Чернобыльской катастрофы, до сих пор поддерживают друг друга, как и 33 года назад. Собираемся каждый год весной и осенью и вот обсуждаем все эти текущие вопросы. Будем решать, у кого какие наболевшие вопросы в течение года собралось, у кого что, какие трудности в быту, в жизни. 33 года прошло со дня Чернобыльской катастрофы. В нашей республике, как и по всей стране, в этот день проходят памятные мероприятия. Место встречи для всех, кто помнит и чтит подвиг, совершенный нашими соотечественниками, мемориал памяти и славы, где установлен монумент чернобыльцам. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. В годовщине аварии на Чернобыльской АЭС в лицее Магаса сегодня провели памятное мероприятие. Ученики подготовили обширную программу для гостей. С подробностями Идрис Ижиев. Мероприятие началось с минуты молчания. К 33-летию Чернобыльской аварии школьники подготовили обширную программу. Сегодня в актовом зале собрали детей и гостей, чтобы почтить память жертв радиационной катастрофы. Ученики с грустью наблюдают за презентацией. Многие из них даже и не подозревали о последствиях облучения радиацией. Чтобы почтить память, учащиеся один за другим включают свечи. 33 огонька освещают сцену зала. Я для себя учел то, что это крайне тяжелая и довольно опасная работа. Это имеет страшные последствия в случае ошибки. В дань памяти жертвам технологической катастрофы второклассники исполнили душевную песню «Аист». Композиция прозвучала как символ мира и надежды.
Со дня той трагедии выросло уже не одно поколение. Многие просто не знают, а кто помнит, те не придают большого значения событию 1986 года. Произошедшая авария — это прежде всего большая ошибка, которая, к сожалению, стоила жизни и здоровья сотен людей. Эта акция призвана предостеречь молодое поколение. Тот урок, который должны были вынести наши учащиеся, это прежде всего то, что любое халатное отношение к работе, к учебе, ко всему, что их окружает, оно, конечно, приводит к таким последствиям. О чернобыльской трагедии забывать нельзя. Чернобыль стал уроком для всего человечества, заставил серьезно пересмотреть требования к надежности и безопасности ядерной энергетики. Атом должен быть мирным, работать во благо людей, а не наносить непоправимый ущерб здоровью. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24. 50 тонн готовой продукции в день. К такой норме подошли на заводе по производству полимерных и полиэтиленовых труб. Напомню, объект находится в Карабулаке. Строить его начали еще в 2013-м. Стоимость составила 320 миллионов рублей. На покупку оборудования было затрачено 140 миллионов. Сейчас здесь трудится около 80 человек. На предприятии дают гарантию в 50 лет. Подробнее об этом Амина Бокова. Юсуп Евлоев спешит к станку, начинается смена. От работы слесаря-наладчика зависит облицовка материалов крупнейшего завода по производству труб на Северном Кавказе «Полимер». Предприятие открыли в 2015 году в Карабулаке. Вначале здесь трудились всего 20 человек, но со временем эта цифра увеличилась в 4 раза. Специалистов искали через центр занятости, перспективных, но неопытных отправляли на обучение в Казань. Теперь полученные знания они передают новым сотрудникам. Открытие завода, если сказать честно, для нашей республики это, конечно, очень хорошее подспорье. Потому что здесь работает около 100 человек на этом заводе. Получает хорошую, достойную зарплату. Каждый человек, который здесь работает, он дорожит своим рабочим местом. С 2015 года я здесь работаю. Практически завод открылся через полгода, я устроился на работу. Зарплата стабильная, самое главное. Работа нетрудная. До открытия этого завода действительно вот в нашем городе Карабулаке многие сидели без работы, в том числе и я. Вот после этого его открытия многие тоже сюда пришли работать. В принципе, все довольны, работают. Перспектива есть тоже. Вот как ты работаешь, на повышение можно пойти. 50 лет гарантии – вот девиз предприятия. А еще здесь выпускают 50 тонн готовой продукции в день. Это полимерные и полиэтиленовые трубы. Область их применения широка. Их используют в водозаборных станциях или для подачи горючих смесей. Они незаменимые в холод. В год завод производит 8 тысяч труб разных диаметров. Так что шум техники здесь не утихает ни на минуту. 24 часа в сутки, в 4 смены, 70 рабочих трудятся на этом заводе, чтобы обеспечить полиэтиленовыми трубами десятки регионов страны. Кстати, последний заказ поступил от компании «Газпром». Сейчас работники трудятся над производством газовых труб. «Газпром» является постоянным заказчиком полимера, как и ряд других, но уже частных компаний. Такой высокий спрос на продукцию завода рождает широкий ассортимент труб, произведенных на предприятии. На заводе в данное время установлены немецкие линии, были по спецзаказу под этот завод произведены в Германии. Заявленная мощность у нас 18 тысяч тонн в год. На сегодняшний день мы вышли 8-9 тысяч тонн. Пока потихоньку нарабатываем объем производства. Заказы мы и на Чечню готовим, и на все, в принципе, скажем, все регионы Северного Кавказа, Южно-федерального округа. Крупные заказы равняются крупные налоговые поступления в бюджет региона. Но это далеко не единственная польза завода для республики. Ведь руководство предприятия занимается и благотворительностью. Руководство данного предприятия по нашей заявке нам оказывает спонсорскую поддержку по предоставлению тех материалов, которые здесь производятся. Также они оказывают помощь тем горожанам, которые у нас являются малоимущими, не могут там за свой счет какие-то вопросы там, по прокладке воды, там, по газификацию. И мы направляем обращение о необходимости там, оказания той или иной помощи. Да, предприятие неоднократно нам оказывало помощь. Вот сейчас
на днях было тоже у нас обращение, было необходимо там замена участка водопровода, на что положительно нам дали ответ и предоставили до около 400 метров полиэтиленовых труб. На этот раз бесплатные трубы получили жители улицы Дьякова в Карабулаке. Здесь проживает всего 8 семей. Много лет они страдают от плохого водоснабжения, а все из-за ветхих водопроводных сетей. Но теперь это в прошлом. Мне помощь была оказана вовремя, потому что уже начало лета, трубы прорываются, постоянно копать приходится. А сейчас мы один раз выкопаем, проложим, и проблем у нас не будет. Мы очень довольны помощью. Всем благодарим. Завод полимерных труб не единственное крупное предприятие в городе. Карабулак смело можно назвать промышленной зоной региона. Ведь здесь, помимо прочего, запущен завод по производству сборно-монолитного бетона, алюминиевых радиаторов и картонажная фабрика. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Семья Ахмеда Барханоева полвека считала родственника без вести пропавшим, но он ушел на фронт добровольцем в 41-м. Погиб спустя год. Был захоронен в братской могиле в селе Дерезовка Воронежской области. Но об этом стало известно только в 2011-м. Информация о бойце-красноармейце была передана в музей второй школы сельского поселения Яндаре. Зелимхан Калоев расскажет. О биографии Ахмеда Барханоева известно совсем немного. Родился в 1917 году в многодетной семье. В 1941 добровольцем ушел на фронт, оставив жену и двоих детей. По документу, переданному внучатому племяннику Ахмеда Махмуду, правый обрывистый берег был покрыт снегом. Одни солдаты стремительно шли в контратаку, другие, уже сраженные пулеметной очередью, остались лежать на льду. 30 из них – красноармейцы, павшие вместе с рядовым Ахмедом Барханоевым. Это было в декабре 1942 года. В Воронежской области, Верхнемолмонский район, село Дерезовка. Всегда вела память. Ник децен счет код 9 мая вахаха ну соцвеч царвиха. Так, операция малая Сатурн яже Лячхан ханил, отвлекающий маневр Сталинградской битвы. Цигиче садук кайватче алды так яхтызды. Совершенно секретная бармугойер архиве. Писатели марки Хайдеш, да, трех векиахтыш. Ухту язвя, 36 человек, первый дон пройти где. 36 не пил, заязвя латыш, первый прорвался на правый берег Дона Барханоев Ахмед Мустабиевич, язвя латыш, ухту. Предпринятая лобовая атака в первый день наступления успеха не имела, так как противник за продолжительное время сильно укрепил линию обороны по правому берегу Дона. Но Ахмед все же добрался до правого берега. После этого боя он без вести пропал. Родственники Барханоева на протяжении многих лет пытались его найти. Они обращались во все военкоматы страны, но ничего не смогли узнать. О его судьбе стало известно лишь в 2011 году, когда его внучатому племяннику Махмуду Барханоеву сообщили в военном комиссариате Воронежской области о том, что Ахмеда похоронили в братской могиле номер 195. В 1939 году армию Хасагу, и с тех пор без вести хануэр. Так, что хазами алыжлох, того баширава, лихарер кяхтыш, поезд разные инстанции. Их в Воронеже довела вал в братской могиле. Хомбе, всегда халартва. Так, цигичи, цоха хегеш, заслуженный писатель воинское содружество, Николай Иванович Черных, Аскевар, очевидец тех времен. В суровой морозной зимой Ахмед Барханоев в боях за родную страну пал смертью храбрых. Так написал о нашем герое военный писатель Николай Черных. Музей второй школы Яндари пополнился архивными материалами бойца, воевавшего за свободу своей родины, не зная при этом страха и упорно шагая вперед в надежде сохранить мир. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов. Новости 24.
Результаты прошлогоднего ЕГЭ, ликвидацию трехсменки, строительство и ввод детских садов, реализацию проекта «Современная школа» и многое другое обсуждали сегодня в Министерстве образования и науки Ингушетии. Там прошла итоговая коллегия. С какими показателями перешли в 2019-й, расскажет наш корреспондент Амина Букова. Открытие новых школ, повышение качества преподавания и эффективности работы с родителями, ликвидация двухсменки. Список вопросов в повестке итоговой коллегии Минобра обширный. Но о главном достижении министерства в 2018 году стало успешное проведение единого госэкзамена. В прошлом году ЕГЭ сдавали более 2000 школьников. Впервые сразу 2 выпускника получили высший балл на экзамене по русскому языку. Такая положительная динамика наблюдается в регионе уже 2-й год подряд. Это отметили в Рособорнадзоре. На совещании Сергей Сергеевич Кравцов заявил, что Республика Ингушетия показывает самую высокую динамику качества образования за последние 5 лет. И тут же он оговорился с одной из лучших динамик в стране, если не самая лучшая. Это снова говорит о объективности, как мы с вами работаем. Более того, на этом же совещании Сергей Сергеевич Кравцов заявил, что кроме динамики качества образования в Республике Ингушетия самый высокий уровень объективности проведения ГИА, самый высокий в стране. Не обошлось, конечно, и без нарушений. Благодаря видеонаблюдению и онлайн-трансляции экзамена удалось зафиксировать попытки использования шпаргалок, телефонов и даже микронаушников. Работы этих выпускников были аннулированы. Досрочный этап, который сейчас прошел, на позату неделю завершился, тенденция такова, что все-таки эти нарушения уверенно идут к снижению, к уменьшению. Надеюсь, что на основном этапе будет то же самое. Сегодня в Ингушетии функционируют 129 школ, 73 детских сада и 15 учреждений СПО. Благодаря этому в республике полностью ликвидирована трехсменка. Также снижена доля обучающихся в 2 смены. Уменьшается и очередь в детских садах. В некоторых населенных пунктах ее удалось полностью ликвидировать. Как, например, в сельском поселении Верхние Очелуки. Сделать это удалось благодаря открытию нового дошкольного учреждения. У меня у самой есть 3 детей, и они все 3 пошли без очереди в этот садик. Живу я здесь рядом, и то мне легко ходить не надо. Теперь могу и на работу устроиться. До 2021 года в рамках национального проекта «Демография» в республике планируется строительство еще 17 детских садов. Ни для кого не секрет, что система образования развивается, строятся хорошие современные школы, дошкольные, школьные учреждения. По всем целевым показателям вы, конечно, идете впереди и Северокавказского федерального округа. В прошлом году в Ингушетии открылся первый детский технопарк «Кванториум». Здесь ребята осваивают роботостроение, проектирование, создание и испытание дистанционного пилотируемого транспортного средства. И не только. На современных площадках дети могут реализовать самые смелые идеи. Модель она работает на солнечной батарее, и вот здесь водородная батарейка. Почему ты выбрал именно вот эту техническую? Мне нравится собирать машинки, например. В рамках регионального проекта «Современная школа» в этом году планируется открыть еще 17 центров образования цифрового и гуманитарного профиля. Утверждены 8 региональных проектов в соответствии с федеральными проектами. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в республике планируется строительство до 2021 года 15 объектов образования по следующим направлениям. Это по созданию новых мест в школах в целях ликвидации трехсменного обучения и формирования условий для получения качественного образования. 12 образовательных организаций по 720 посадочных мест. В Ингушетии прошел и региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Студенты колледжа технических специальностей демонстрировали свои профессиональные способности на протяжении нескольких дней. Победители попали на всероссийский этап, а далее самые лучшие из них выступят на международном чемпионате, который впервые пройдет в России, а именно в Казани. Кроме того, в текущем году впервые в республике проведен региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченной возможностью здоровья «Обилимпикс» по компетенции малярное дело, медицинский, социальный уход, обработка текста, сетевой и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу здесь сказать, что
Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов в Российской Федерации смогли провести всего лишь из 85 субъектов, смогли провести всего лишь где-то около 50 субъектов в России. Не все субъекты с этим справились, мы с вами его провели. Сборная республики стала победителем национального чемпионата Обилимпикс 2018 года по компетенции туризм. И один из наших представителей, житель нашей республики, наш студент, вошел в национальную сборную Российской Федерации по Обилимпиксу. Одной из главных проблем по-прежнему остается нехватка мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также отсутствие условий для внедрения ФГОС. Над этими недочетами и будет работать Минобр в 2019 году. Альмина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Сотрудники региональной госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов активно проводят рейды по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа и привлечения должников к административной ответственности согласно Российскому кодексу. Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание участников дорожного движения на то, что согласно действующему законодательству штраф должен быть уплачен гражданином, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления должностного лица либо суда. При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа по истечении 60 дней, органы внутренних дел направляют соответствующий материал судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания суммы штрафа. Кроме того, сотрудниками полиции составляется протокол об административном правонарушении в отношении должника по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях «Неоплата штрафа в срок», что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток. Данная работа направлена на мотивацию должников погашения задолженности в рамках исполнительных производств. Необходимо отметить, что в ходе рейдовых мероприятий буквально вчера был задержан автотранспорт, принадлежащий должнику, в отношении которого возбуждено более 600 исполнительных производств на сумму более 700 тысяч рублей. Все указанные исполнительные производства возбуждены на основании материалов госавтоинспекции, то есть это все административные штрафы. Указанный автотранспорт доставлен на стоянку службы судебных приставов, и в настоящее время будет вестись работа по реализации указанного автотранспорта в случае, если должником не будет погашена задолженность по указанным исполнительным производствам. Хотелось бы обратиться к нашим гражданам с просьбой с тем, чтобы были более бдительными на дорогах, и также в случае, если уж так получилось, что в отношении них возбуждены исполнительные производства, своевременно оплачивали задолженность по данным исполнительным производствам во избежание последствий, таких как, вот какой пример мы привели, это арест имущества, принадлежащего должнику. Также, если не своевременно будет оплачены задолженности в рамках исполнительного производства, в отношении должника могут применяться такие меры, как временное решение прав, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Само собой, это и наложение 7% сбора на должника за несвоевременную оплату должников, за несвоевременную оплату суммы в рамках исполнительного производства. Уже завтра, 27 апреля, в Дворце спорта «Магаз» имени Берда Ивлоева в Назране пройдет 19-й турнир по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти мастера спорта СССР международного класса, двукратного чемпиона Советского Союза и чемпиона Европы Магомеда Парчиева. На соревнования ожидается приезд порядка 200 дзюдоистов из 10 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Во Дворце спорта уже все готово к началу турнира. Схватки пройдут на 3 татами, а зрители на трибунах смогут наблюдать за спортсменами благодаря 4 большим экранам, установленным в центре зала. Руководство спорткомплекса позаботились о том, чтобы все прошло на высшем уровне. В принципе, сделано все. Осталось только болельщикам нашим прийти, поболеть за наших спортсменов, поддержать наших спортсменов. Пользуясь случаем, приглашаю всех наших жителей республики, чтобы поддержать наших спортсменов. А также все спортсмены, которые приедут участвовать на наш турнир, гостиничные номера, все там, все договорено, все там подготовлено. Так осталось только ждать гостей.
В ходе турнира будут разыграны 7 комплектов медалей. Ингушскую школу дзюдо представят около 60 спортсменов из различных клубов республики. Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, будут награждены дипломами и медалями, а также получат денежные вознаграждения. Торжественное открытие и начало соревнований начнется в 10 часов утра по московскому времени. В шахматном клубе «Ади Ахмат» прошел турнир на Кубок Дружбы. Он, кстати, был приурочен к сегодняшней дате принятия закона о репрессированных народах. Участие приняли игроки со всего Северокавказского федерального округа. 7 команд, по 4 человека. Харун Аздоев расскажет подробно. Это мероприятие приобрело статус традиционного и проводится второй год подряд, в день принятия закона, ставшего торжеством исторической и правовой справедливости. В шахматном турнире по Блицу приняли участие 7 команд по 4 человека. Регламент соревнования предусматривает 8 сдвоенных туров. Я приезжаю как раз второй раз, и в прошлом году я тоже приехал как раз год назад, ровно год назад. И я приезжаю, потому что уже второй год подряд проводится прекрасная идея проведения такого турнира, можно назвать турнира дружбы, посвященного закону о репрессированных народах. Шахматные баталии проходили по круговой системе и продолжались более 4 часов. Особенно увлекательное сражение с высоким накалом страстей и эмоций состоялось в финальных турах. В результате упорной борьбы первое место заняла команда из Республики Дагестан. На втором по хозяйке разместилась сборная взрослой возрастной группы из Республики Ингушетии. И замкнули тройку призеров с 17 очками опытные шахматисты из Кабардино-Балкарской республики. По словам организаторов, главная цель турнира достигнута. Сегодняшний турнир удался, он полностью соответствует своему названию «Кубок Дружбы». Сегодня мы увидели полностью дружбу, это взаимоотношения этих народов и в шахматном плане, и вообще в человеческом, в соседнем, в плане общечеловеческих наших кавказских традициях. Все прошло очень успешно, очень хорошо. Участники турнира очень довольны. Есть, как всегда, есть и победившие, есть и проигравшие. Спортивный клуб «Ади Ахмат» планирует и в дальнейшем ежегодно в день принятия закона о реабилитации репрессированных народов проводить рапид и блиц-турниры, расширяя географию команд и уровень самих игроков. Харун Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Ну и в завершение анонс. Уже завтра о самых заметных событиях из жизни Северного Кавказа вам расскажет Залимхан Калоев в еженедельной информационной программе «Новости СКФО». Очаг и огонь культурного благополучия зажжен. В Ингушетии, в предгорном селе Алкун открыли новый дом культуры. Герой не нашего времени. Центральная улица города Ставрополя очень широкая, но достаточно загруженная. Чтобы не быть как все и не стоять в пробке, один из водителей иномарки решает найти альтернативный путь и сворачивает на пешеходную зону. Ставропольский лихач проехал по тротуару, получил штраф и общественное порицание. Из дыма и пламени символ стойкости всех эпох. Георгиевская лента для меня значит это память о победе в Великой Отечественной войне, о погибших людях, защищая нашу Родину. В Ингушетии присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Битва за Малгобек. Воспоминания разведчика Гаджи Инчилова. И как прогремел такой взрывной, сумасшедший звук. Всю войну он защищал родину от врагов. Мы едины. Автопробег по регионам Северного Кавказа. Я в вашей республике впервые, у меня очень большие ожидания, очень красиво, мы въезжаем в ворота вашей республики. Остановка в Ингушетии, знакомство с историей региона. Козлатуры завоевывают популярность у фермеров Карачаево-Черкесии. Основное отличие детенышей козлатуров от обычных козликов в ушах. Они длиннее и заостреннее, а так по внешнему виду очень похожи на домашних козликов. Какими качествами обладает этот уникальный, но так и не одомашенный до конца гибрид? Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. В субботу в 21:40. Так что следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.